В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях за сегодня. В студии ведущий Василий Радченко. Смотрите в программе. Более 7,5 десятков новых больных коронавирусом выявили за сутки в Якутии. Вся страна празднует День России. О духе патриотизма якутян. Сюжет нашего корреспондента. Необходимо обеспечить безопасность гостей Парада Победы. Владимир Путин провел совещание по вопросам грядущего празднества. За сутки в Якутии выявили 76 больных коронавирусом. 54 новых случая в Якутске, 9 в Мирнинском, 6 в Нюрбинском, 3 в Горном, 2 в Алданском, по одному в Нерюнгринском и Хангаласском районах. 72 человека за сутки полностью выздоровели. За весь период лечения прошли и на выходе получили отрицательные результаты 1661 пациент. Коронавирус унес жизнь еще одного человека в Якутске. Скончался пациент старше 65 лет с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достигло 20. На сегодня 17 человек находятся в тяжелом состоянии. Учитывая то, что всю последнюю неделю мы держали коэффициент ниже единицы, и учитывая тот уровень мероприятий ограничительных, которые по республике реализуются, их эффективность, Роспотребнадзор Российской Федерации согласовал нам введение с понедельника, с 15 июня, снятие ограничений по первому этапу. Соответствующий указ мы уже подписан. От 10 до 20 миллиардов рублей может потерять бюджет Якутии в 2020 году из-за пандемии. Айсен Николаев дал интервью телеканалу «Россия-24». Он прокомментировал снятие части ограничений со следующей недели и рассказал о затратах и прогнозах регионального бюджета на этот год. Он объяснил, что по причине большой территории нашего региона он разделен на зоны. Для первой и второй группы районов в арктической зоне и сельской местности, где практически все ограничения были сняты ранее, ничего не меняется. Остаются ограничения по работе общепита, кинотеатров, домов культуры. Самые серьезные ограничения были и пока остаются по крупным промышленным районам и городу Якутску. В них зарегистрировано 80% всех случаев коронавирусной инфекции. Однако строительные, сельскохозяйственные, а также промышленные предприятия продолжили свою работу. Айсен Николаев также заявил, что бюджет Якутии из-за влияния коронавируса на российский и мировой рынки может потерять от 10 до 20 миллиардов рублей в этом году. Для минимизации потерь было произведено пропорциональное сокращение средств, либо же временный отказ от ряда проектов. Освободившиеся 2 миллиарда рублей были направлены на борьбу с коронавирусом. Восполнить средства поможет увеличение налоговых отчислений от «Газпрома», о чем уже есть договоренность с компанией, а также возможный выкуп государством алмазов для нужд страны. Этот механизм поддержки в данное время одобрен президентом Владимиром Путиным и теперь обсуждается с правительством России. Российский фонд прямых инвестиций и группа компаний «Химрар» запустили поставку в российские больницы и фармацевтические организации первой партии препарата против коронавируса «Авифавир». Напомню, препарат получил регистрационное удостоверение Минздрава России 29 мая и стал первым зарегистрированным в стране против коронавируса. Подробнее о новинке медицины. Юрий Осипов. Часть партии уже в четверг отправилась в Химки и Подольск, а также уже поступила в Центральную клиническую больницу с поликлиникой управделами президента страны. Эффективность этого препарата очень высока. И действительно, те ощущения, которые мы имели, участвуя в этом исследовании и видя этих больных, совпадают с теми небольшими данными, которые были показаны в первых исследованиях, в том числе и китайских, что это быстрая достаточно элиминация вируса и быстрое снижение температуры в сравнении с группой стандартного лечения. Препарат маркируется специальным цифровым кодом, который является аналогом паспорта лекарства, что гарантирует его подлинность и позволяет отследить путь каждой упаковки от производства до аптеки или медучреждения. Производство может быть увеличен до 2 миллионов курсов в год. К слову, для россиян лекарство должно быть бесплатным по программе ОМС. Юрий Осипов, Николай Коровин. Сегодня страна отмечает День России. 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. В ней было провозглашено главенство Конституции и ее законов.
Сегодня в сложных эпид-условиях массовых очных мероприятий не состоялось. Однако, как и в День Победы, россияне объединились. Украсили окна и балконы соответствующей символикой. Приняли участие в онлайн-акциях и вместе с артистами во дворах подпевали песням о родине и гимну страны. Дух патриотизма якутян сегодня наблюдала Полина Долинская. 12 июня наша страна отмечает одну из самых молодых, но знаменательных дат в своей истории – День России. Это большой патриотический праздник, символ национального единения и гражданского мира. Россия для меня прежде всего родина. Это край, где я живу. Это люди, прежде всего люди, россияне, все, которые нам дороги, близкие, все мои друзья, мои однополчане, с которыми я воевал в Афганистане. Это мой дед, прадед, которые защищали эту землю. Россия – это просто наша история. Это история, которой мы гордимся. Нет ни у кого такой истории, как у России. И я горд тем, что я живу, и что я россиянин, что живу в России. Традиционно в этот день проходили массовые мероприятия, концерты. И вечером все это завершалось праздничным салютом. Несмотря на то, что на сегодняшний день провести подобное не представляется возможным, активисты республики решили поздравить горожан. Силами Общероссийского народного фронта по улицам города был совершен автопробег. Мы собрались, афганцы, волонтеры, члены Общероссийского народного фронта. И мы сделаем автопробег с флагами. Мы постараемся не нарушать правила ГИБДД, санитарные правила, по одному человеку в машине. И мы проедем по небольшой круг по городу. А тем временем во дворах столицы прошли праздничные концерты с выступлением артистов филармонии, а также силами театрально-зрелищных учреждений города. Те жители, кому повезло, в чей двор праздник пришел сам, концерт оценили. Супер, да. Отличная идея, да. Нам понравилось. Хорошо. Да, очень понравился мне и моим детям. Чуть позже, ровно в полдень, по всей стране был исполнен гимн Российской Федерации. Так, Якутия присоединилась ко всероссийской акции. Россия, священная наша держава, Россия, мирная наша страна. Нами определены 3 локации. 203-й микрорайон, микрорайон Прометей и 17-й квартал. Во всех этих 3 локациях в 11:30 начинаются концерты. И, безусловно, здесь будут песни о России, о реках России, о родине, о любви, о долге. Ну, в общем, вот такие патриотические песни, которые учат нас любви, патриотизму и всему самому-самому доброму. Жители столицы, в свою очередь, присоединились к празднованию, украсив балконы в цвета триколора российского флага. Все решили сделать такой маленький флешмоб. Они решили все повесить флаги вот России, да, 9 мая. И сегодня тоже в День России тоже решили это сделать. К сожалению, в этом году пандемия внесла свои коррективы во все массовые мероприятия. Впрочем, чтобы любить и чтить Родину, помнить историю своей страны, режим изоляции помешать не может. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Как и говорили ранее, День России олицетворяет главенство Конституции и других законов страны. Поправки к документу, за которые граждане будут голосовать 1 июля, поддержали более 60% тех, кто будет принимать участие в голосовании. Таковы данные последнего опроса в ЦИОМ. Наши корреспонденты тоже проводят опрос среди якутян. И сейчас узнаем, как к предложенным поправкам относятся жители Мирного и какие из инициатив им импонируют больше всего. Я за поправки. Потому что я за будущее наших детей, за молодежную политику, за новые изменения, которые пришли к нам и внесение их в Конституцию по защищенности наших граждан, по защищенности семьи, детства, чтобы это были приоритетными направления в развитии политики России. Почему я буду голосовать за принятие поправок Конституции? Ну, во-первых, не секрет, что Конституция последний раз у нас принималась 17 лет назад, в 1993 году. Прошло уже сколько времени, страна стала совершенно другой. Почему мы должны жить по тем же самым законам, которые принимали почти 20 лет назад?
Нынешние поправки к Конституции, они содержат очень много важных, очень много толковых норм, которые нужны нашей стране буквально сегодня. Для меня, например, очень важным моментом это поправка к статье 79 Конституции, в которой указывается о приоритете российского законодательства над международным. Ведь это очень важно. Вспомните, сколько раз различные гаагские, стокгольмские, еще всякие прочие суды навязывали нам решения, которые мы не могли оспорить или обязаны были выполнять, или придумывали какие-то разные уловки, чтобы от этого ускользнуть. Теперь законодательство, наша Конституция прямо говорит о приоритете российского законодательства над международным. Что это значит? Это значит, что страна будет более защищена. Это значит, что никакие мнимые друзья и партнеры в угоду своим каким-то интересам не навяжут нашей стране невыгодные нам решения. Даже только один этот пункт очень важен. А в Конституции есть еще очень много других пунктов, которые надо в первую очередь внимательно прочитать. Внимательно прочитать и понять, что новая Конституция, она дает неизмеримо больше и возможностей, и прав, и гарантий, и свобод каждому человеку. Если мы это прочитаем, даже просто прочитаем, мы поймем, что за нынешнюю Конституцию обязательно надо проголосовать. У нас немало поводов гордиться своей родиной. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил население страны с Днем России. Он сказал, что это страна разных народов и этносов, объединенных единой историей и культурой. Это праздник для всех, кто считает себя россиянином, кто трудится на благо своего города и поселка, своего региона, своей семьи. У нас есть немало поводов гордиться Родиной. Трутнев отметил, что Дальний Восток может стать точкой притяжения для инвесторов и туристов. И в наших силах сделать так, чтобы восточные и северные территории страны становились более привлекательными для жизни и работы людей. Чтобы запускались новые предприятия, развивались города и территории. Туристический бренд разрабатывают для Хангаласского района Якутии. Этим займется Центр компетенций по вопросам городской среды лета. Отмечается, что Хангаласский район является перспективным туристическим центром региона. Однако имеется ряд проблем. Это малая известность туристических мест и его потенциала на внешних рынках, несоответствие цены и качества услуг предприятий индустрии туризма. Цель – сделать бренд БУК готовых современных решений для привлекательности туризма. Разработка логотипа сможет решить вопрос с узнаваемостью. Кроме этого, будут разработаны шрифт, узоры, иллюстрации, фирменный стиль, графические решения. Якутская дизайн-студия попала в топ-30 международного типографического конкурса «Типомания». Он ежегодно проходит в Москве на протяжении уже 12 лет. В центре внимания фестиваля шрифт, буквы, слово, язык и коммуникации. Работы, присланные на видеоконкурс, проходят несколько этапов отбора. Работы из шорт-листа показывают в финальной части фестиваля в день закрытия. В состав жюри входят профессионалы как из нашей страны, из России, так и других стран. В этом году из Якутии дизайн-студия «Сулусчан» представила свою работу «Шрифт Ария», разработанный специально для управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии. Алроса сокращает услуги сторонних подрядчиков в перевозке стратегически важного для работы компании топлива. Так в компании страхуют себя от риска остаться зимой без нужного объема нефтепродуктов. В этом году алмазодобытчики завезут на производственные площадки более 115 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Треть доставят новые баржи судоходной компании «Алроса Лена». На рейде один из новых танкеров, пополнивших флот, встречал наш коллега Роман Токмаков. Он расскажет, чем примечательны новые суда. Буксир «Капитан Воробьев» неспешно подходит на рейд Ленской нефтебазы. Впереди новенькая баржа МН-2019. Ее построили в прошлом году, и этот рейс для танкера первый. На борту судна порядка 2000 тонн топлива, еще 600 весит сама баржа. Но капитан состава швартуется без проблем. Компания заказала новые баржи проекта РДБ 60661.
И первый рейс с новой баржой, предоставилась возможность сделать мне, по своим параметрам баржа аккуратненькая, длина 88 метров, то есть это получается как одиночное судно. В управлении, в общем-то, сложности не представляет. В прошлом году флот судоходной компании «Алроса Лена» пополнили 2 такие баржи. Их построили в поселке Самусь Томской области. Баржи делались по спецзаказу ленских речников. Инженеры учли все требования. Баржи могут водить и буксиры-толкачи, и самоходные судна. Составом комфортно управлять благодаря небольшой длине МН-2019. Низкая осадка важна на перекатах Лены, а также двойное дно и борта. Это международное требование для экологической безопасности перевозок. Но что более важно, с вводом в строй новых нефтеналивных барж «Алроса» перевезет большую часть топлива для подразделений своими силами. Они должны выполнить 10 рейсов с полной загрузкой, это порядка 40 тысяч. Но с учетом того, что на протяжении многих предыдущих лет глубины на перекатах на Верхней Лени не всегда выше и соответствуют проектным, поэтому мы расчетно предполагаем, что эти 2 баржи перевезут около 30 тысяч тонн. Доставлять нефтепродукты в Ленск судоходная компания «Алроса Лена» будет и по Лене из Усть-Кута, и по Вилюю в Нюрбу. План на навигацию этого года – 115 тысяч тонн светлых нефтепродуктов. Треть из них и перевезут новобранцы МН-2019, пополнившие флот судоходной компании «Алроса Лена». Роман Токмаков, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Необходимо обеспечить безопасность гостей Парада Победы. Такое поручение дал Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Российский лидер отметил, что пандемия внесла существенные изменения в подготовку к параду, в том числе в наши контакты, организацию работы с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнерами. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие и техника уже подготовлены к проведению парада на Красной площади. И на сегодняшний день проведены 3 репетиции. Житель Алдана Евгений Сафонов – мастер по призванию. Специально плотницкие навыки он не осваивал. 7 лет назад мужчина почти утратил слух. Затем получил травму руки и оказался ограничен в движениях. Потом решил попробовать силы в новом для себя деле. С шедеврами мастера познакомилась наш корреспондент Татьяна Вахнина. Главное, чтобы было желание, тогда работа идет легко и радостно. Идея воплощается в жизнь гармонично и красиво, убежден Евгений Сафонов. Евгений – мастер резьбы по дереву. Шедевры он создает в мастерской, некогда бывшей гаражом. Иной раз вещи красивые, но людям нравятся, заказывают, берут. В юности Евгений интересовался машинами и после школы получил профессию автомеханика. Позднее освоил юридические науки. Резьбой по дереву мужчина увлекся несколько лет назад. Обстоятельства, приведшие к вершинам мастерства, явились отнюдь не радостными. Перелом ключицы, и надо было разрабатывать руку. И вот взял в руки резак и начал резать. Так можно сказать, разрабатывать. И вот до сих пор разрабатываю. Вот эта рамка с фотографией сынишки школьника – первая работа Евгения. А за без малого 6 лет мастер создал десятки шедевров. Сноровка наращивается с каждой поделкой. Евгений увлекается охотой и рыбалкой, и рукоятку незаменимого в тайге заводского ножа он расписал затейливой резьбой. В числе последних работ – шахматные и нардовые доски. Основную часть времени мастер затратил на вырезание орла и волка. Начинаешь видеть не изначально кусок дерева, а уже готовое изделие. Как бы видишь и пытаешься воспроизвести его. То, что в голове вот оно есть. И так и режешь потихоньку. Евгений создает не только сувениры и предметы обихода. Он понимает толк в плотницком деле и строительстве. Мебель для дома мастерит сам, а в прошлом году возвел баню. На строительстве работал один. Собственные идеи своими руками воплотил и во внутреннем убранстве. Вот этот гараж, получается, построил своими руками в одном. Баню, дом пристрой. Тоже там пытался. Что-то получилось.
Недавно Евгений решил испытать силы в отделке камня. О тонкостях ювелирного дела он советуется с братом, профессиональным камнерезом. Инструмент для работы Евгений приобрел, а вот верстак сделал своими руками. Вот этот олимпийский мишка из нефрита – первая проба мастера. Олимпийский мишка пока не завершенный сувенир. По словам мастера, труда здесь предстоит еще много. В готовом виде изделие будет прозрачным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Подготовка к главным государственным и республиканским праздникам в Нерюнгринском районе началась заблаговременно. Жители и общественные организации с мая месяца активно участвуют в онлайн-акциях и конкурсах, посвященных Дню России и празднованию национального праздника Исэх. Все подробности у Екатерины Павловой. К празднованию Дня России и национального праздника Исэх был намечен обширный план работы. Пандемия внесла свои коррективы. И пока культурная жизнь нерюнгринцев не вошла в прежнее русло, общественная организация «Саха-Аймах» при поддержке районной администрации провела ряд онлайн-конкурсов. Идея, положение, организация, подведение итогов. Мы взяли все на себя. И таким образом мы провели в течение 1,5 месяца, это конец мая и вот начало июня, вот 4 таких масштабных мероприятий. Самые из них, конечно, очень важные. Это виртуальное онлайн-шествие в национальных костюмах народов Нерюнгринского района, в котором самое активное участие приняли наши национальные общины. В конкурсе шествия было несколько номинаций и категорий. Жюри, а это представители общин и организации «Саха-Аймах», оценивали активность общины, яркость костюмов, атрибутику, локацию фотографий. Еще одним виртуальным конкурсом, проведенным в рамках празднования Дня России и национального праздника Исэх 2020, стал конкурс «Длинная коса». Издревле длинная коса является символом красоты, женственности и индивидуальности у всех народов. Из всех возрастных категорий самая длинная коса у 17-летней Екатерины Федоровой – 117 сантиметров. В детских онлайн-конкурсах чтецов и рисунков приняло участие огромное количество талантливых детских сердец, приложивших немало усердия и фантазии в свои работы. Прекрасный жаркий огонечек, любви ты гимн красоте. İstin dıllarım sardan себеккилер, баға саналарым бастын нергоннар. Таким образом, через онлайн-конкурсы общественная организация «Саха-Аймах» в период пандемии не оставила свою работу по укреплению мира и межнационального согласия в обществе, по развитию взаимодействия и дружбы народов, по пропаганде национальной культуры и традиций народов Саха. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом программа подошла к концу. Наш телеканал поздравляет вас с Днем России. Желаем всех благ и мирного неба над головой. Спасибо за внимание и до свидания.